Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск «Кисель-Акпарат» и в начале коротко о главном. С 2022 года повышены пенсии и пособия. Об изменениях узнаете через несколько минут. 59-летняя жительница Петропавловска вот уже не один десяток лет трудится машинистом мостового крана. С представительницей неженской профессии встретились наши корреспонденты. В республике возобновлен молодежный чемпионат по хоккею. Как Петропавловский кулагер провел первую встречу в новом году, расскажем в выпуске. Правление фонда Самрук-Казына приняло решение сократить штат в 2 раза, включая руководство, оптимизировать количество структурных подразделений на 33%. Также досрочно прекращены полномочия нескольких генеральных директоров. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества. Команда Казахстана по биатлону завоевала 12 лицензий на Олимпийские игры Пекин-2022. Нашу страну на главном старте представят Галина Вишневская, Александр Мухин и Владислав Киреев. Команда идет вперед семимильными шагами. Все молодые и амбициозные. Поэтому мы надеемся, что в будущем услышим гимн нашей страны на подиумах важных стартов и мировой арене. Хочу еще раз добавить, что с этой командой можно работать долгие годы. Об этом в интервью сообщил главный тренер команды Максат Шаранов. Выступая перед правительством, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинально трансформировать систему национальной безопасности. Глава государства подчеркнул необходимость повысить уровень ответственности силовых структур при принятии решений, пересмотреть принципы работы пограничной службы, реализовать меры по противодействию экстремизму, не допустив его со смешиванием с криминалом. Североказахстанцы это решение поддерживают. Так как я занимаюсь профилактикой экстремизма и терроризма, конечно, в его выступлении меня волнуют именно вот эти вопросы. Вопросы противодействия, вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом. И, конечно, дав оценку всем событиям, которые произошли, этому событию, страшному, по сути, античеловеческому, по сути, да, он затронул абсолютно все стороны жизнедеятельности нашего государства. Солдаты воинской части 66-37 после успешно выполненной задачи в городе Алматы вернулись домой. Сегодня их встретили в родных стенах. Заслуги некоторых бойцов отметили благодарственными письмами. Какие боевые задачи стояли перед солдатами и испытывали ли они страх при их выполнении, расскажет Илья Кудряков. Уважаемые господа офицеры, военнослужащие по контракту, солдаты, очередной раз в начале январских событий вы показали, что Национальная гвардия Республики Казахстан готова выполнять поставленные перед ней задачи. При выполнении специальных операций, а также служебно-боевых задач вы показали высокую свою подготовку, мужество и храбрость. Больше сотни бойцов воинской части 66-37 5 января перебросили на защиту стратегических объектов и улиц Алматы. Напомню, перед ними стояла задача по охране городской ТЭЦ-2, а после их перераспределили на сохранение и поддержание общественного порядка. Оставаться в стороне от общей беды не хотелось никому. Мой батальон выполнил все поставленные задачи. Никто из военнослужащих моего батальона безучастным не остался. Все выполнили приказ, все были верны присяге. Были задержаны более 20 правонарушителей, они были переданы в все правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Слаженные действия бойцов Петропавловской воинской части позволили обойтись без смертей и раненых во время патрулирования улиц, хотя стычки с мародерами были очень часто. Многие военнослужащие впервые выполняли задачи во время боевых действий. Было страшно, признаются солдаты, но долг и честь превыше всего. Было, как сказать, немножко страшно. Боялся за своих друзей, за командиров своих, потому что много чего происходило там, стреляли в городе. А так все прошло нормально, все вернулись живыми и нетронутыми никем. Каждый военнослужащий был ответственно, подходил к своей боевой задаче при такой обстановке, и на каждого военнослужащего можно было хорошо положиться, и я доверял своим. За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм и усердие, проявленное в ходе выполнения служебно-боевых задач во время действия режима чрезвычайного положения, сегодня отметили заслуги больше 30 человек. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, служба новостей.
За прошедшие сутки 178 североказахстанцев заразились COVID-19. У 158 человек обнаружены симптомы заболевания и у 20 бессимптомное носительство. Растет число заболевших среди уязвимых категорий населения. За минувшие сутки опасным вирусом заразились 29 детей и 40 беременных. Загруженность инфекционных стационаров составляет 25%. За сутки проведено 1189 тестов. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 36 561 человек. Выздоровело 34 081. Также в стране продолжается кампания по иммунизации населения. Так, первым компонентом привито 9 126 541 казахстанец. Вторым компонентом 8 690 027. С января 2022 года величина прожиточного минимума и месячного расчетного показателя индексировалась на 5%. На 7% увеличились и размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет. Теперь размер прожиточного минимума составляет 36 018 тенге, а МРП – 3063 тенге. Для установления размеров социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета, применяются месячный расчетный показатель и прожиточный минимум. Их размеры устанавливаются ежегодно с учетом уровня инфляции. Так, с 2022 года получатели пенсий и пособий заметили ощутимую надбавку. Размер минимальной пенсии 46 302 тенге. Размер минимальной базовой пенсии 19 460 тенге. Значит, с 1 января 2022 года размеры солидарной пенсии индексировались на 7%. Размеры пособий по инвалидности по случаю потери кормильца, пособия родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, индексировались в связи с изменением размера прожиточного минимума на 5%. К примеру, если размер выплат по инвалидности первой группы в 2021 году составлял 65 860 тенге, то с января составляет 69 155 тенге. Всего получателей у нас по области пенсии и пособий более 135 тысяч. Из них у нас пенсионеры около 102 тысяч человек. В прошлом году по области ежемесячная потребность на выплату пенсии и пособий составляла 12 миллиардов тенге. В текущем году она составляет более 13 миллиардов тенге. Наталья Аитова, Дильнур Жанов, служба новостей. Полицейские области направили в суд материалы досудебного расследования в отношении жителя Петропавловска. Его подозревают в хранении и распространении психотропных веществ методом закладок. В июле прошлого года стражи порядка задержали 24-летнего парня, у которого обнаружили и изъяли синтетические наркотики. Кроме этого, он указал еще на 22 тайника, где обнаружено аналогичное вещество. Общий вес изъятого составил около 32 граммов, что является особо крупным размером. В настоящее время задержанный находится под стражей. Уголовное дело по части 3 статье 297 Уголовного кодекса направлено в суд. Эта работа начата в прошлом году. Установлено 1192 камеры в кабинетах административных зданий органов внутренних дел и во всех участковых пунктах полиции. Аппаратно-программный комплекс позволяет фиксировать это видео в Центре оперативного управления. Такой прозрачный формат позволит сделать деятельность открытой и искоренить предпосылки коррупционных рисков и других нарушений. Также наружное и внутреннее видеонаблюдение имеется во всех помещениях спецучреждений территориальных отделов полиции. Видео с этих камер выведено на монитор дежурной части. Совершенствование системы контроля за работой сотрудников, контактирующих с задержанными, проводится на постоянной основе. Кроме того, действенная мера в профилактике и недопущении нарушений прав человека в специальных учреждениях, посещение спецучреждений участниками национального превентивного механизма, личные приемы, проводимые правозащитниками. С жалобами на действия сотрудников полиции можно обратиться по телефону Управления собственной безопасности Департамента полиции Северо-Казахстанской области. Принципиальная и жесткая позиция позволит дать объективную оценку и в случае подтверждения пыток либо других каких-либо нарушений со стороны сотрудников полиции будут приняты все предусмотренные законодательством меры. Напомним, жалобами на неправомерные действия сотрудников полиции можно обратиться на телефон Управления собственной безопасности ведомства по номеру 8 715 2 61 26 89. Тамерлан Тлеубаев при содействии пресс-службы областного департамента полиции.
Полицейские области направили в суд материалы досудебного расследования в отношении жителя Петропавловска. Его подозревают в хранении и распространении психотропных веществ методом закладок. В июле прошлого года стражи порядка задержали 24-летнего парня, у которого обнаружили и изъяли синтетические наркотики. Кроме этого, он указал еще на 22 тайника, где обнаружено аналогичное вещество. Общий вес изъятого составил около 32 граммов, что является особо крупным размером. В настоящее время задержанный находится под стражей. Уголовное дело по части 3 статье 297 Уголовного кодекса направлено в суд. В ходе проведения личного обыска у задержанного было изъято 23 расфасованных свертка с психотропными веществами. Кроме того, задержанный указал на 22 тайника с наркотиками, которые успел разложить до его задержания. Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 31 грамм, что относится к особо крупному размеру. В настоящее время задержанный находится под стражей. Уголовное дело по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан с обвинительным актом направлено в суд. Женщинам любая профессия по плечу. Это не раз доказывали представительницы слабого пола. Пока одни занимаются обучением детей в школах, другие выполняют не менее ответственную работу, управляя общественным транспортом. Героиня нашего сегодняшнего сюжета – 59-летняя жительница Петропавловска. Она трудится машинистом мостового крана на заводе железобетонных изделий. Почему для Фарханы Сафаргалиевой такая работа не в тягость, а в радость, узнавала Анастасия Дроняк. Здесь, на 8-метровой высоте, Фархана Сафаргалиева чувствует себя как птица в небе. На заводе железобетонных изделий женщина работает уже более 20 лет. В 1980-м, после окончания школы, будущая крановщица поступила в 24-е профтехучилище. По направлению студентов отправили на завод ЖБИ. С детства впервые и зародилась любовь к неженской профессии. Сменив несколько мест работы, Фархана Сафаргалиева все же вернулась в эти стены, ставшие для нее родными. Мне нравится работа крановщика, хотя это не женская работа. Самое главное, здесь надо быть внимательным. Также надо слушать стропольщика. Здесь очень тяжелая работа, очень тяжелая. Прихожу, сажусь на кран и начинаем поднимать панели, вывозим их на стройку. Также армируют, все заливаем. Я живу этой работой, считай. Мне нравится. Я даже не думала, что я приду сюда работать. Потому что желание такое, сильное желание было сесть на кран. За годы работы машинист мостового крана не только сама научилась всему, что нужно знать об этой нелегкой профессии, но и обучила этому молодых коллег. В данной работе она показала себя прекрасным профессионалом, хорошим наставником для молодых специалистов, приходящих на производство. В коллективе она пользуется заслуженным уважением. Данная работа, она, скажем так, более мужская, но, несмотря на это, она профессионально и качественно выполняет свои обязанности. В декабре прошлого года, в год 30-летия независимости страны, труд Фарханы Сафаргалиевой был отмечен орденом Янбек Данкы 3-й степени. Анастасия Дроняк, Адиль Нуржанов, служба новостей. 4 марта в столице Китая, Пекине, стартуют зимние паралимпийские игры. Мастера спорта международного класса представят Казахстан на предстоящих соревнованиях. Среди них и наши земляки. 27-летний конькобежец Иван Аржаников находится в основном составе национальной сборной. Спортсмен является неоднократным призером чемпионатов и обладателем Кубка Казахстана. На соревнованиях ему предстоит преодолеть дистанцию в 500 и в 1000 метров. Также участие в спортивном событии примут уроженцы северного региона. Это мастер спорта по паралыжным гонкам Александр Герлиц и чемпионы страны Ербул Хамитов и Сергей Усольцев. Зимние паралимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 13 марта. Возобновили игры во Дворце спорта. Молодежный состав «Кулагер» встретил на своем льду игроков Усть-Каменогорского хоккейного клуба «Торпедо». Матч был жарким и насыщенным. О прошедшей игре расскажет наш корреспондент. 24 января стартовали первые игры после паузы, связанные с введением режима чрезвычайного положения в стране. Хозяева льда, молодежный состав «Кулагер» играет с гостями Усть-Каменогорским «Торпедо». С начала игры кулагеровцы проводят серию стремительных атак. На 15-й минуте «Торпедо» забивает шайбу, однако под конец периода наши земляки дают отпор.
Страсти накаляются, команды настроены серьезно и никто не желает давать шансы сопернику. На 12-й минуте второго периода Кулагер забивает шайбу в ворота Торпедо. Наши земляки забивают еще один гол на 18-й минуте. Усть-каменогорцы не намерены сдаваться. Перед самым концом периода кулагеровцы пропускают шайбу. Второй перерыв. Счет 3-2. Несмотря на слаженную игру и прочную защиту Кулагера, усть-каменогорцы забивают еще 3 шайбы. Счет 3-5 в пользу Торпедо. 8 февраля наши земляки сыграют с павлодарским Мунайши. Тамерлан Любаев, Анатолий Белонок, служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.